Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Кофе. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в виде комментариев и лайков, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня предлагаю вам отсыпочку на такую тему. Что либо кто стремительно летит в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас не скрыто, то, о чем мы желаем слышать и узнать. Правда летит в вашу жизнь. На бешеной скорости летит правда истина. Как раскроется какая-то тайна, как обнаружится какой-то секрет. Что-то было скрыто, что-то было недоступно, что-то было очень нужно и важно. Да, вот какая-то информация достать, получить. Вот вы ее получите. Вскроется правда. Все станет понятно, все станет ясно. Всему найдется объяснение. Ну, вы все разные, понятно, что у каждого по-своему отыграется, но здесь во благо. Откроется информация вам во благо. Может быть, сейчас вы ищете какую-то очень важную для себя информацию, вы ее найдете. Причем, скорее, это она вас найдет, да? Не вы ее, а она вас. На вас прям летит. Прям самое быстрое событие, которое я здесь вижу. Это во благо. Это все идет во благо. Так, еще здесь человек, который вам что-то будет предлагать. Вы все разные. Кому-то будут предлагать любовь, кому-то будут предлагать работу, кому-то будут предлагать что-то купить, продать. Да, вот как-то вместе посотрудничать, либо вместе что-то сделать, либо делать. Смотрите, человек, который несется на бешеной скорости в вашу жизнь, во-первых, видит вас очень надежным человеком, во-вторых, вам будет очень сильно доверять, и в-третьих, между вами явно какая-то химия образуется, взаимная причем, взаимная, как новое знакомство, либо сближение двух уже знакомых людей. Здесь все как-то вот открыто, по-честному будет. Но вам понравится, вам очень понравится, я так понимаю, что предложение этого человека вы 100% примете и не откажете. Так, внизу у вас окно. Окно, и это окно, оно чистое. Чистое. Кстати, у кого-то еще отыграется, что это окно в новые возможности, да? В новый мир, в новые возможности. Если вы хотели поменять свою жизнь, либо хотели что-то поменять в своей жизни, чего-то добиться, что-то получить, как-то о себе заявить, чем-то новым заняться, вот оно, окно вышло, и оно для вас 100% откроется. Кто ищет, тот всегда найдет. От вас требуется какое-то действие, хотя бы там минимальное какое-то действие. Да? Немножко пошевелиться, что-то поискать, куда-то сходить, с кем-то поговорить. Вот оно, окно возможностей у вас прям в корне рисунка вышло. Не сегодня, а завтра вы буквально найдете то, что искали, либо получите то, что искали. Опять же, смотрите, вот эта правда, информация, она тоже как-то связана с этим окном. Возможно, вы получите подсказку, да, как исполнить свою мечту, либо как добиться того, чего вы очень сильно хотели, к чему вы очень сильно стремились. Очень, кстати, сильные знаки идут. Так, здесь мужчина на мотоцикле, прям четко показали, на мотоцикле, гоняет на мотоцикле. Приедет к вам на мотоцикле мужчина. Опять же, вы разные. У кого-то любимый приедет на мотоцикле, у кого-то знакомый, родственник, близкий человек. Быстро, быстро, все у него быстро. На какой-то непродолжительный период времени он к вам приедет. Либо свидание будет очень коротким, общение может быть очень коротким. Быстро появится и быстро опять уедет. Вы его предупредите, что так гонять не стоит, да? Оно того не стоит. Быстро ездит. Кстати, он вам что-то привезет.
как подарочек, как, может быть, заказ, да, вы что-то у него заказывали, чтобы он вам привез, что-то привезет на мотоцикле. Кстати, у кого-то еще отыграется, что попросят человека, кто ездит на мотоцикле, вам что-то привезти. Как-то быстро приехал, быстро уехал. Так, здесь птица. Птица почему-то на одном крыле летит. Одно крыло есть, второго нет. И вот, представляете, на одном крыле с левой стороны очень медленно она к вам летит. Очень долгий путь эта птица проделала. Придут, скорее всего, либо новости, либо какое-то действительно письмо, сообщение. Вы уже и не думали, и не гадали, и не ждали. Уже, как говорится, благополучно обо всем этом забыли. И вот, пожалуйста, эта птица летит, долетит. Если это будет какое-то вот письмо бумажное, скорее всего, будет пожамканное, попачканное, да, может быть, немножко обдертое. Если это электронное письмо, может быть, там будет еще и сопроводительное письмо. То есть вам объясняют, что вот сбой, что-то произошло, да, мы извиняемся, что письмо к вам шло там ровно 3 года и 3 дня. Да, какое-то объяснение будет, но все равно долетит. Долетит. Уже совсем не жду, но птичка прилетает, долетает. Даже у вас какая-то реакция странная будет. Даже, может, и не поймете, что это вам, либо для вас, либо про вас. Но вот правда, немножко даже обалдеете в первые минуты. И будет такое отторжение. Ну, типа, нет, это не мое. Ну, кто мне может писать, да, из этой организации, либо я не помню людей по таким именем. Ну, нет, к вам летит. На одном крыле летит. С последних сил летит, долетит. Так, еще. Горошек у вас тут вышел, горошек. Горошек. Кого-то вы заставите плакать. Ну, в прямом смысле слова. Из-за вас кто-то будет плакать. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но явно человек будет плакать. И потом вам будут высказывать, что вот я из-за тебя плакал, либо я из-за тебя плакала. Причина плача может быть разной. Но я вот вижу, горошек, да, капают слезки, причем такие обильные, и именно из-за вас, ну, либо благодаря вам, и так может отыграться. Я не вижу, чтобы вы кого-то специально обижали, ну, может, там что-то не так с этим человеком, либо слишком много эмоций поймает. Так, какой-то паук, достаточно крупный, достаточно и мускулистый, да, какая-то власть, сила есть у этого паука. Сети на вас попытаются расставить. Но вы очень удачненько так будете лавировать, и эти сети все пройдете, не попадетесь. Не попадетесь. Знаете, даже какой-то азарт у вас пойдет. Скажете, ага, сейчас я тебе покажу. Сейчас я тебе все покажу. Как сети, эти ловушки, капканы обходить. Как мастер-класс тут показываете. Никто вас не заманит, никто, и не попадете вы в никакую неприятность. Но здесь явно, вот по крайней мере, 2 ловушки я точно вижу. Одна прям совсем какая-то хитрая, да, вот прям заманушная, а вторая такая еще более-менее понять можно. Но вы и ту обойдете. Так, еще ворвется какая-то дружба в вашу жизнь. Дружба. Может быть, человек, с кем вы раньше дружили. Может быть, человек, с которым вы и сейчас дружите, да, но как-то мало что-то вместе делаете, либо вместе куда-то ходите. Но вот я вижу, что друзья вместе чем-то занимаются, либо какую-то идею разрабатывают, либо куда-то вместе направляются. И вот именно ваш друг, либо подруга, да, инициатор, чтобы вы куда-то сходили, либо что-то вместе делали, либо сделали. Очень классно вы вместе время проводите. Кстати, еще и с пользой. Так, виноградная лоза растет с правой стороны. Но виноградная лоза — это очень хороший знак. Это благополучие человека. Не просто в чем-то одном, там, в любви, материальном, там, счастье, радость, здоровье. Нет, это общее понятие, благополучность. Да? Здесь врывается в вашу жизнь благополучность. То есть меньше неприятностей, больше позитивных моментов. Причем по всем сферам вашей жизни. Да, она небольшая, и да, грозди только завязывается, но у вас все впереди. Загаданное время вам как-то и полегче, и попроще и жить, и работать, и, в принципе, что-то делать в жизни. Прям прорастает. Вы почаще ее поливайте,
и удобряете. Это, знаете, виноградная лоза — это как ваша жизнь, да, ваша жизнь. Виноградные грозди уже сформировались, но пока еще не созрели. Все еще впереди. Но прям уже легче себя будете ощущать. Так, еще вижу странного человека. Странного человека. Ну, одевается как-то странно, ведет себя как-то странно. Образ жизни какой-то странный у этого человека. Неформал какой-то, неформалка. Вот разговор у вас будет с этим человеком. И вы вот прям себе отмечаете, какая разница между внешним видом и ментальностью этого человека. Человек на вас произведет просто глубочайшее впечатление и очень-очень приятное. У кого-то отыграется, что именно этот человек может разобраться с какой-то сложной проблемой, либо очень сложной ситуацией. И вы просто будете в шоке, скажете, ну как такое может быть? Да? Человек выглядит вот как карнавал, как праздник, да, настолько умный, настолько сообразительный, знающий и умеющий. Такой прям диссонанс поймаете. Еще у меня крыша вышла. Крыша, и человек чинит крышу, да, какой-то ремонт проводит. Починка крыши с левой стороны. Знаете, как попытка вернуть отношения, либо попытка помириться и войти опять в отношения. Девушки, женщины, кто недавно поругался, ждите появления, причем стремительное появление вашего, ну не буду говорить, что бывшего, наверное, таки настоящего, да, с которым вы поругались. Ну а кто давненько расстался, тогда уже бывшего. И прям не один идет, какая-то подмога сзади стоит, да, кого-то с собой приведет, чтобы там заступились, либо вас помогли уговорить, если прям совсем не пойдет. Но человек, прям смотрите, чинит крышу, восстанавливает ваши отношения, либо работает над тем, чтобы восстановить ваши отношения. Так, в следующем моменте у меня закрытый сундук. Сундук — это ваш сундук. И вы в него складываете свои результаты, либо свои доходы, либо свое какое-то ценное имущество вы туда складываете. Смотрите, у вас появится то, что вы сложите в этот сундук. Да? Благосостояние внутри этого сундука, оно-то растет, оно-то множится. И вы так с улыбкой, да, это все делаете, довольны будете. И собой, и своим сундуком, и тем, что вы что-то новенькое туда ложите. Еще какой-то праздник ворвется в вашу жизнь. Вы тут очень здорово танцуете с кем-то. Может, действительно пойдете в место, где можно потанцевать. Может быть, дома просто сами с собой потанцуете. Но вот танцы, веселье, такое игривое настроение у вас идет. Не могу сказать, по какому поводу, да, либо какой случай, но это замечательно, это здорово, это прекрасно. Прям удовольствие получаете от танцев. Так, а здесь вы кому-то даете отпор, причем достаточно жесткий отпор. Может быть, кто-то себе позволяет лишнее там, в поведении, в отношении. Да, и вы этому человеку дадите отпор. Неожиданно даже для себя. Вот как перекроет, да, здравое мышление, и вы такая выскажете, да, либо резко ответите. Может быть, даже стукнете человека. Это фурор произведет. Вы прям популярны после этого станете, особенно если на работе, либо по соседству. О вас все будут говорить как о героине. Да? Что ворвется в вашу жизнь? Популярность ворвется в вашу жизнь, слава ворвется в вашу жизнь. Да люди будут складывать о вас легенды. Вот что ворвется в вашу жизнь. Здесь даже малознакомые люди будут подходить, улыбаться, либо жать вам руку. Какому-то злому человеку вы отпор дадите. Как на место даже поставите. Но вы молодец, вы умничка. Так, в самом венце вам какая-то помощь идет. Помощь физического характера. Да? Кто-то придет физически вам поможет с чем-то, либо в чем-то. Либо помощь, которая оказана в виде каких-то продуктов, может быть, материалов, может быть, там денег. Да? У каждого по-своему отыграется. Помощь. Вы как-то очень быстро, либо с очень коротким шагом сначала получаете оповещение о помощи, а потом уже саму помощь. Либо одобрение помощи, да, грубо говоря, в один кабинет заходите, вам говорят, окей, мы вам будем помогать, тут же выходите, заходите в другой, и вам уже все дают, выдают. Как-то прям очень быстро это все пройдет. Вы будете крайне довольны, прям очень понравится, скажете, вот это да.
Так, и еще важный момент. Кому-то из вас идет удача. Удача, везение, как яркая вспышка. Смотрите, у одних отыграется в моменте, когда вам нужна помощь, да, произойдет эта яркая вспышка, и вам повезет. А у других просто вот на ровном месте, грубо говоря, ничего не предвещало. Тут яркая вспышка, понимаете, что вам очень повезло. И так может отыграться. Эту удачу, это везение вам посылают небеса. Вы недавно, совсем недавно, что-то очень хорошее, положительное сделали. Кому-то вы помогли. Либо какой-то совет дали, либо подсказали, либо, может, даже помолились за другого человека. Какое-то хорошее действие, очень благородное, очень доброе. За это небеса посылают вам удачу и везение. Просто замечательно. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.